Самым положительным итогом уходящего года для Минздрава республики стало сохранение положительной тенденции в демографии. Сегодня в Ингушетии самая низкая смертность в России и лучшие показатели по естественному приросту и рождаемости. Так, показатель смертности снизился на 17,5%, на 13,5% сократился показатель младенческой смертности, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти на 2 года. 82,1 у нас увеличилось, мы первые в России. В прошлом году этот показатель был 80,5. Мы из-за того, что показатель общей смертности снизился, у нас был 103% прирост смертности в прошлом году, мы этот показатель снизили до 30%, учитывая самые показатели, которые ставит президент России перед Министерством здравоохранения, мы этот показатель перевыполнили. Мы сегодня показываем 82,1 год. Это самый лучший показатель по всей стране. По словам министра, одним из условий для повышения качества оказания медицинской помощи является введение в строй и оснащение оборудованием новых объектов. Так, в 2022 году проведен капитальный ремонт здания городской детской поликлиники. Продолжается строительство инфекционного корпуса на 60 коек при детской республиканской клинической больнице, строится Кантышевская участковая больница, поликлиника на 300 посещений в смену в Сунже, психоневрологический стационар в сельском поселении Плиева. Кроме того, приобретено более 120 единиц медицинского оборудования. На сегодняшний день функционирует у нас в республике 2278 коек в 34 медицинских организациях. Всего на сегодняшний день 2247 врачей работают у нас в системе здравоохранения, 4465 средний медицинский персонал и медицинские сестры. Укомплектованность организации медицинскими работниками составляет почти 92%. Однако в республике наблюдается дефицит таких врачей, как педиатры и анестезиологи, реаниматологи. Мы увеличили на 7% врачебный персонал и средний медицинский персонал. Из-за того, что у нас есть колледж, у нас нет дефицита кадров по среднему медицинскому персоналу, у нас есть дефицит кадров по врачам, особенности это педиатры. И как вы работаете с тем, чтобы увеличить? Да, скажу сейчас, у нас в прошлом году было выделено мест по абитуриентам, то есть по специалитету 45 мест, по постдипломному образованию, по ординатуре 47 человек. Да. Еще какую форму применяете, чтобы увеличить численность врачей? 49 миллионов у нас выделено по программе «Земский доктор». 49 специалистов мы можем направить. Но это вы из тех же будете направлять в сельские поселения? Ну, мы можем дополнительно привлекать из соседних регионов. Они могут и приехать к нам. Так, вот в этом году много специалистов приехало первичного звена. Мы их уже устроили на терапевтические участки. Глава региона поинтересовался, как проходит ленительное обеспечение медицинских организаций. На приобретение лекарственных препаратов из республиканского бюджета было выделено 138 миллионов. Мы провели аукцион. Вы мне общее скажите, да, сумму необходимую для всех больниц, поликлиник, ФАБов. У вас финансирование есть? Финансирование есть. И на сегодняшний день, если любой гражданин, житель республики заходит, и у него есть лекарства, которые нам необходимы. Несколько учреждений, в которых нет в полном объеме лекарственных препаратов из-за кредиторской задолженности, но и в этом плане у нас есть и сдвиги, есть динамика, хорошая динамика, Владимир Шерипович. Кредиторка, она опять выросла? Она снизилась. Если брать республиканскую клиническую больницу, на начало этого года эта сумма была 377 миллионов, просроченная кредиторская задолженность. Сейчас она составляет 177 миллионов просроченная и около 90 миллионов текущая задолженность. Но счета открыты, лекарственные препараты по аукционам поступают, и расходный материал начал поступать. Там более 100 миллионов уже погашено. Магомед Башир Балаев также сообщил, что в учреждения здравоохранения Ингушетии до конца года в полном объеме поставят более 350 единиц медоборудования. За счет средств федерального бюджета приобретено 18 передвижных медпунктов и 70 машин скорой помощи. По позициям, где не было предусмотрено федеральное финансирование, но имелась острая необходимость, выделялись деньги из собственного резервного фонда. Муслим Ганиев, Новости 24.